Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел лекцию, посвященную актуальным вопросам внешней политики страны, в частности, ситуации на Украине и отношениям с Соединенными Штатами Америки. По видеосвязи в режиме реального времени наблюдать за речью министра имели возможность активисты Североостинского отделения партии «Единая Россия», представители правительства Северной Осетии и эксперты. Сергей Лавров подчеркнул, что сейчас мир переживает переходный период, смену эпох, растет влияние стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Отдельно глава МИД остановился на ситуации в Сирии и Ираке и арабо-израильском конфликте. По мнению руководителя внешнеполитического ведомства, западные коллеги пытаются плыть против течения, вопреки объективным факторам становления многополярного мира. По окончании лекции представители региональных отделений задали свои вопросы. Наука, образование и информационно-просветительная деятельность – основы устойчивого развития горных территорий. Это главная тема 8-й международной конференции, которая пройдет в будущем году. На базе СКГМИ стартовал подготовительный этап. В течение 2 дней рабочая группа будет разрабатывать план мероприятий. В реализации проекта принимают участие профессоры и доктора исторических наук из КФО, а также Адыгеи и Абхазии. Собравшихся поприветствовал глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров. Он отметил важность и актуальность семинара. В соответствии с резолюцией 7-й конференции, с нашей точки зрения, на сегодняшний день наиболее актуальной проблемой освоения идеологии устойчивого развития является низкий уровень просвещенности и образования всех слоев населения по этим направлениям. Именно поэтому предлагается тема очередной 8-й международной конференции «Наука, образование, информационно-просветительская деятельность. Основы устойчивого развития горных территорий». Северная Осетия принимает фестиваль «Салют Победы». Этот конкурс является этапом подготовки к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Яркие краски, необычные сюжетные номера и театрализованные представления в исполнении творческих коллективов из северокавказских республик. Все команды стремились удивить жюри. Чтобы собрать этих ребят на одной сцене, организаторам фестиваля пришлось объехать несколько крупных городов России, отсмотреть сотни выступлений. Владикавказ был последним городом здесь же и решили провести фестиваль «Салют Победы». Победители фестиваля выступят на большой сцене в Москве. В основном, конечно, стараются брать и рассказывать про войну. Как война и победа коснулась ту или иную территорию. Потому что у каждого не бывает одинаковых войн и не бывает одинаковых побед. Во Владикавказе подвели итоги всероссийского конкурса в области педагогики и работы с молодежью. По мнению экспертов, представленные материалы свидетельствуют о возросшем уровне духовно- и нравственного воспитания в образовательных учреждениях. В нашей республике ежегодный всероссийский конкурс со звучащим названием «За нравственный подвиг учителя» проводится впервые. В финал вышли 10 регионов. Учителям в различных номинациях вручили грамоты и ценные подарки. В номинации «Лучшая инновационная разработка года» отметили Альбину Баликоеву. Мы рады, что Северная Осетия является таким регионом, в котором Русская Православная Церковь сыграла очень большую роль в становлении системы образования, и это сотрудничество продолжается и сегодня. Трудно переоценить ту духовную связь, которая есть между системой образования и Русской Православной Церковью, которая сыграла большую роль в становлении и развитии образования, в том числе в нашей республике. Вот сегодняшний конкурс – это продолжение такого сотрудничества, и победители регионального этапа примут участие в федеральном этапе. Недетские страсти разгораются на кортах Академии тенниса «Асгард». Во Владикавказе проходит открытое первенство Северной Осетии по теннису среди юношей и девушек до 16 лет. Участие в нем принимает около 100 человек из 40 городов России. Турнир продлится до 26 октября. На протяжении этого времени участники будут доказывать свое право на звание лучшей ракетки турнира. У нас проходит турнир первенства Республики Северная Осетия-Алания, и благодаря администрации местного самоуправления во главе Дзантьева Сергея Шамильевича мы проводим этот турнир. К нам приехали где-то из 40 городов. Это Оренбург, Уфа, Краснодар, Краснодарский край, Ростов, Ростовская область.